фактически никто не знает, что это и вообще какое надо быть. Да? Есть очень много разных специалистов, которые пришли в эту точку, то есть это и психологи, которые занимаются, это HR, которые тоже такой достаточно мощный склад вносят, это педагоги, в общем, нас очень много, мы все разные, да? И каждый может что-то свое внести. Вот. И у нас сегодня мероприятие называется «Консультация перезагрузка». В результате хотелось бы получить, может быть, какое-то новое видение, что ли, понимание того, чем мы занимаемся. Вот. И давайте мы сейчас перейдем сразу, да, нам будет знакомство небольшое, знакомство в обычном формате. И участников я тоже попрошу это сделать. Значит, вам понадобится лист А4. Меня слышно, да? Лист А4. Если есть какие-то карандаши, маркеры, может быть, мелки, в общем, что-то пишущее. И на этом листочке нужно будет вот одним рисунком изобразить, что вы ожидаете от сегодняшней встречи, в каком настроении вы сейчас находитесь, и ваши сильные стороны, как профориентатора, если вы занимаетесь профориентацией, или же ваши сильные стороны вообще как специалиста. Да? Какие у вас есть нарисовать? Именно нарисовать. Да? Это может быть какой-то образ. Графично, может, схематично, кому как удобно. На это есть буквально 4 минуты. Давайте запишем, что нужно представить. Можно им сказать, что мы включаем микрофон. Да, дорогие участники онлайн, вы можете подключать микрофон, спрашивать, задавать вопросы. Дорогие участники, вы можете подключать микрофон и спрашивать, если что-то не очень понятно или не расслышали. Но сейчас на доске мы напишем, какое задание. Как-то тут, по-моему, один рисунок, на котором нужно будет ожидание, что вы ожидаете, ваше настроение и ваши сильные стороны, компетенции, сейчас говорят, как специалиста. Профориентатора, если вы пока английский занимаетесь этим, как специалист. Ну, значит, здесь показывал. На что это видно? Надо будет защитить свой рисунок, да? Надо будет презентовать. Здравствуйте. Вы на профориентации, да? На профориентаторское мероприятие в 11. А у вас сами есть тренеры? Тренеры есть? Фамилия, имя, отчество? Нет. Подойдут, телефон клика. Если что, советуйте. Так, теперь присаживайтесь сюда. Вы сразу уже вот
всегда можно тоже. Если хотите, надеть маски. Мне кажется, нужно безопасно. Еще сейчас знакомиться, да, и знакомиться образом с культурой языка. Ваши ожидания, что вы ожидаете, настроение и ваши сильные стороны, если вы занимаетесь контентом, либо вообще как специалист. Здесь есть еще матка, да, нарисовала методы безвкусной ссылки. А много уже рисовать? Ну, сколько хочешь. Обязательно даже на пересадке. Маркеры все там, да? Ты не используешь, да? Так, это мы. Вчера тебе сказали, да, что этот телефон. Ну, не вчера, вообще в мужское время. Ты его будешь использовать. Ну, как рабочий медленно. Все? Да, все. Так, Давайте я начну тогда. В общем, формат нашей беседы, да, предполагал изображение ожиданий нашего настроения ситуации. В целом, когда мы задумывали эту встречу, то мы ее, как всегда, она вышла у нас не просто потому, что мы ее придумали, да, а из текущей проблемной ситуации, которая есть. И если мы посмотрим, то действительно, если вы спросите у человека первая ассоциация с словом ориентация, они вам скажут, это тесты.
И почему-то у нас есть понимание, что мы должны нашим детям рассказать, куда им идти, потому что они как-то сами выбрать не могут. И та ситуация, которая есть в школе, когда мы вроде бы там придумываем различные классные шаги по презентации, там, да, что-то делаем, но дети нас приземляют и говорят, я пойду учиться туда, потому что я могу знать людей, которые помогут мне туда. Мы предлагаем там инструменты, все, что вы хотите, но как бы наше ожидание как взрослых развивается о реальности. И если дети это наши, как бы, наш объект, над которым мы работаем, да, почему бы не перевести в субъект? Вот здесь я всегда на рисунке изобразила, ну, вообще жизнь человека или там презентация, вообще целый жизненный процесс, как сбирание на горку. Это может быть не всегда легко. У нас могут быть на пути наши деревья, которые мы можем рассмотреть как препятствия. И получается, ну, если мы посмотрим на рынок, то, что у нас происходит сейчас, каждый что-то делает. В принципе, молодец. Лучше что-то делать, чем не делать. Но проблема в том, что когда мы идем в одиночку, мы в конце устаем, и у нас нет сил, и мы просто или лежим, ничего не делаем, остается как есть. Есть еще отдельный вид участников нашей организации, которые, к сожалению, вынуждены заниматься службой, но им, возможно, это не нравится. Люди, получившие обучение, они, в принципе, и хорошие, и плохие, они просто есть, и, возможно, они не понимают, как можно заполнить этот процесс по-другому. И вот наша третья, да, то, какую цель мы, возможно, хотим реализовать, это как самолет. Это же у нас есть самолет, который быстро помогает добраться с точки А в точку Б. И, в принципе, если мы хотим попасть на вершину, да, то, может быть, нам стоит одеть парашют, прыгнуть с самолета и на вершине не забираться, да, зачем что-то там мокнуть, взбираться котейка, что-то такое. Вот. Ну, когда говорят сильные стороны, я немножко попадаю в синдром самозванца, да, типа не хвалю себя. Вот. Но я считаю своей сильной стороной то, что в принципе, не знаю. Хорошо, окей. Когда я поступила в институт, тема своей магистерской диссертации, я выбрала консультацию, потому что, ну, у кого что болит, тот об этом пишет. Для меня было большим разочарованием узнать, что 10 лет назад я закончила школу, 7 лет назад колледж, и, в принципе, ничего не поменялось. Хотя там вообще все поменялось, когда там, у нас у всех появился iPhone, у кого из вас iPhone? Да почти у всех, наверное. Понимаете, бедный студент, учится на бухгалтера, оказывается 50 тысяч, и ну, что потом не буду делать, это непонятно. Вот. И я думала, что в школе ситуация поменялась, но когда я пришла в школу, школьники сказали о том, что, оказывается, и для меня вот было интересно, как, почему все вот есть, но как бы ничего не меняется, в принципе, в целом. Вот, и когда я стала разбираться в этой теме, ну, мне удалось организовать профориентационный процесс с той точки зрения, с которой я и видела. И проблема у всех людей, да, в том числе и индивидуальных предпринимателей, когда ты один, ты можешь не... Как бы ты ушел, и все ушло. Вот. Поэтому моя сильная сторона в том, что я бы хотела, ну, я умею создавать систему, которую можно тиражировать, плюс работать в разных организациях, в том числе в разных структурах. И я вижу, как мышление, что решает бюджет, да? Как мышление бюджета отличается от мышления человека, который зарабатывает сам себе. Это вообще гораздо богатый человек. Вот получается, если мы хотим, чтобы наши дети придумывали сами себе работу, то что мы должны сделать? В принципе, ну, пишу статьи, занимаюсь научно-исследовательской деятельностью, консультантом по профориентации и еще записалась на курсы профориентатор будущего. Очень интересно, здесь что-то Ну, у меня все совсем. Спасибо.
Классно, спасибо большое. Всё? Пока еще не говорят, нет, я просто сделала, что не бежать. Короче, ну я хочу не так и пойти, да? Я, короче, ну у меня всегда настроение хорошее, все знаете, обычно у меня не бывает таких настроений. Свои сильные стороны, то, что у меня есть команда, и команда разносторонняя, где надо их уже разными нарисовать, да, а другие человечки, это, у меня есть очень много знакомых, и они все разные, ну, это мои сильные стороны. Да, еще сильные стороны, я считаю, что у меня всегда очень много идей, всегда очень много вопросов, и то, что я зеленым сделала, они на самом деле экологичные, я всегда хочу построить что-то идеальное. Вот. И сегодня, я надеюсь, уже получу, возможно, новых знакомых в этой части, разберусь и ну, и пойму о том, что действительно, что где как можно было бы и применить, ну, какие-то для себя разъяснения. Насчет профориентации, ну, мне на самом деле очень сильно интересно, потому что у меня 5 дипломов, и ни по одному где-то не работаю. Вот, ну как, работаю, не работаю, но мне реально интересует образование, но в образовании только работаю. А диплом не пойду. Ну, я думаю, все равно это что мне помогает, конечно, все остальное. Но мне на самом деле очень интересно насчет профориентации, потому что это действительно начало. Ну, да, женщина. Спасибо. Спасибо. Всё, дальше. Социальное настроение меняется на лайке, поэтому буду мало говорить, но при этом человек малоговорящий. Но всегда почему-то ко мне обращаются и спрашивают. Это я, наверное, коммуникатор, человек, который... Вика, что там тогда творится? Возможно, это не те люди, которые живут здесь и двигаются рядом, но есть люди, которые все время пишут, спрашивают. Я, собственно, здесь для того, чтобы потом правильно их сказать. Галочку я поставила и, собственно, все эти тут нарастила для того, чтобы потом правильно их сказать. И, возможно, вот красная зона, которая первая услышит и будет что-то спрашивать, она получит информацию. И хочу, чтобы сегодня не получился сломанный телефон. И потом хочу посмотреть на тех, которые что-то делают, и буду радостно их. Посмотреть, да, красиво. Касаемо дипломов, у меня 3 диплома, но они думают, что эти все дипломы мне, раз я в своем месте, на своем месте нахожусь и занимаюсь в сфере образования. Мне нравится, но при этом и там не только область. Спасибо. Настроение у меня сегодня очень хорошее, поэтому я нарисовала солнечную погоду, голубое небо, солнце, все растет, да? И здесь в качестве солнца я вижу ваш центр, который будет издавать лучи, отогревать, знания свои раздавать, да, а себя я изобразила в качестве земли, которая это все будет впитывать, да, взращивать себе, и потом из этого что-то получится, и плоды какие-то будут, да, которые я смогу раздавать тем, кто в них нуждается, да. И почему я пришла в этот центр? Да, у меня есть сын, который учится в 11 классе, да, и у нас вот в классе очень сложно, да, потому что очень многие из наших детей еще не определились со своей профессией, хотя они уже учатся в 11 классе, они уже должны выбирать свои экзамены, которые будут давать в этом году уже. И родители, мы тоже как родители тоже встречаемся, и родители тоже испытывают трудности
не могут помочь своим детям, они тоже в этом деле не компетентны. Да? Я вот тоже как родитель тоже хочу многое узнать у вас, чтобы потом это можно было донести до своего ребенка, до своих знакомых, да, чтобы у них не было проблем. Спасибо. Спасибо. Кстати, да, я тоже забыла, что являюсь матерью 3 детей. У меня тоже ребенок, и раньше росла мальчик, и наш стоит вопрос, хочет после 9 класса школы, после 9 класса, думает, куда, в каком направлении, личный интерес. На самом деле, но при этом я огласила его своими взглядами. Здесь часто бывает такое. Ой, интерес, да? Да, у меня тоже были. 8 лет, правда? Ну, 8, 6, 4. Вам ранее было? Здравствуйте, коллеги. Я здесь нарисовала ожидания, я придумала ожидания вот именно встречи. Да. Я тут нарисовала человечков, которые стоят, держатся за руки, у каждого мысль такая, там вопрос, например, розовый, а у другого человека этот же розовый ответ, ну, то есть восприятие. И так у каждого, допустим, вопрос, допустим, зеленый, а у этого зеленый ответ, они могут быть. Я чего-то не знаю, где-то я что-то скажу, оказывается, интересно. Вот, например, ну, вообще, я ничего не знаю какого презентатора, потом я узнала, что команда целая, думаю, что все забыла вообще, какой пользу, да, сегодня в теме. А я в организации работала до 2005 года, получается. Потом с взрослыми, но у взрослых такая проблема, что я выбрала не то, а да, последствия. Получается, я в точке последствий своего лет. Сейчас по кризису много общаются, когда хочется поменять. Нет, там тоже такая ориентация, только такая. Она какая сейчас, вот еще какая она должна быть, да? Да, это тоже. Хочу поскольку вернуться. Как это сейчас грамотно делается? Я не обучалась, по презентации, но одно очень. Настроение рабочее, вообще рабочее для вечера. И черты мои сильные. Написала любопытство, потому что это так, здесь, вот дети, у меня 10 и 5 лет. Сыну 10, дочке 5, и когда, получается, маленькие были, там были какие-то тренды. Потом, когда я была родиться, там эти тренды уже все протухли, да? Все это было не актуально, да? И вот когда сейчас я вижу тренды, сейчас IT еще, да? Я понимаю, когда я имею самыми выпускниками, эти тренды тоже актуальны. Что делать вообще? Как вот в этой ситуации? Потому что, наверное, на праздниках уже всех на что-то наставляют. Много родителей, которые там свои, как даже задачу, как опыт с мамой. Тут я посчитала, что опыт с мамой у меня такой интересный был. Она сначала хотела, чтобы я была музыкантом, и прям сильно придавливала. А потом она взяла вообще, я отпустила и пошла советоваться с сестрам, которые сказали: Ксюша, вот какая-то такая, дай книжку по психологии. То есть она изменила стратегию, гибко поступила, да? Я была ей очень благодарна, вначале изучила я. Будешь музыкантом, нет. Вот. Ну вот, наверное, этот опыт с пор у меня многие переосмысливали. И профессиональный интерес к кризису, ну, я уже сказала это. Спасибо. Спасибо. Мне тревожно, я не знаю, что я рассказала. Я очень пекучий человек, я все пытаюсь успеть, но не случайно, да? Я только начинаю развиваться в корпорации, потому что так случилось, что наш IT-проект попал в сторону корпорации и пошел, и без корпорации он двигаться невозможно. Мы начали заниматься образованием и почувствовали, что здесь есть ниша, которую надо заполнять различными программами, идеями. И это очень важное сейчас дело для молодых людей, потому что время на них давит время. Им нужно прямо сейчас выбирать ту профессию, по которой они будут идти. Раньше такого не было. Раньше у людей было время, чтобы переосмыслить и стать кем-то другим.
Я помню, как я выбирала профессию, как на меня давили, вдруг я поехала в театральную, всем повезло, и поступила, училась на преподавателя начальных классов. Очень здорово, что я туда попала, потому что там было развивающее обучение, нас прямо просто очень мотивировали, развивали нам наши ловушки, и там большие профессионалы работали. Но педагогом я не стала. Я попала в продажи, в бизнес. И стало для меня важнейшим открытием. Я оказала, что люди ради денег, когда они хотят заработать, они делают невероятные вещи. Они свой мозг превращают во что-то сумасшедшее. Они способны самих себя развивать очень сильно. Они поднимают IT, поднимают экологию, приводят в порядок тайм-менеджмент. Все это ради того, чтобы заработать. Это так интересно, и мы можем спасти планету, сделать мир лучше. И все это можно реализовать. Пусть на основе деньги, но главное будет результат. Я себе это как приняла как данность, потому что я была в педагогической семье, где про деньги вообще никто не думал. И моя сильная сторона — это то, что я волшебник-недоучка, который всегда учится, двигается вперед. Я закончила курсы по имплементации не знаю, летом вместе с Новосибирским центром МКП. Они учат по имплементации через практику-ориентированный подход. И начала проводить консультации с подростками для того, чтобы понять, что это все устроено, как люди думают о своих профессиях, какие вопросы они задают, чтобы нашу IT-систему поднять, и детям как-то рассказать свои исследования. Я использую менеджерский подход человека, который принимает решения. Это мне помогает. А психологию я не окунаюсь, потому что не умею. Хорошо, спасибо. Лиза, там есть кто-нибудь? Давайте мы предложим участникам в чате продемонстрировать свою визитку, если у вас она есть. Давайте я напишу. Я здесь задание продуктировала. Давайте пока тогда они там в общем, я просто что-то нарисовала. Ну, я вообще ожидаю, что сегодня здесь собрались такие люди, которые прям подушки, да, которые болеют этой темой. Вот, очень хочется, и мы здесь все, оказывается, разные, да, из разных сфер, и очень хочется, чтобы мы как-то усилили друг друга. Вот. Ну, настроение у меня тоже всегда практически хорошее. А про сильные стороны я могу, наверное, сказать, что вот иногда бывает так, что если я чем-то загораюсь, я могу вообще что-то там лечу сама. Иногда, если я не вижу там других людей, мне хочется, чтобы рядом кто-то еще был. Вот. Что-то там есть? Пока молчать. Пока нет, да? Хорошо. Давайте тогда мы, наверное, к следующему перейдем. Вот здесь чат идет. Для следующего нам нужно будет тоже листок чистый по одному, потому что нам будет потом. Ну, мы решили для того, чтобы в целом вообще начать с чего-то общего. Мы поработаем, по-моему, маска немножко добавляет звук. Даже это не слышно. Давайте поговорим. Я так немножко отдаюсь, чтобы звук был лучше. Мы с вами поработаем с ассоциациями. То есть сейчас индивидуально вам нужно будет ответить на вопрос, который я здесь изображу. И получается, далее мы с вами сделаем групповой обмен мнений. Итак, первый вопрос, на который вам нужно будет ответить, ну, в принципе, смотрите, здесь мы работаем с ассоциациями и долго не думаем. Кто был самым древним профилитологом в истории? Как вы думаете? Был самым древним
профориентологом в истории. Конфризов. Это реальный человек? Он Да, он не обязательно занят в профориентации, но его жизнь как-то примерно напоминает то, что можно называть профориентацией. То есть, в принципе, вот как вы думаете, какая историческая фигура? Ну, например, давайте я скажу свою ассоциацию. Да? Мне кажется, таким интересным, да, профориентатором, по моему мнению, был Петр I, потому что все-таки то, что он двигал, вызывало какие-то прям совсем же, что делает этот мужик. Где-то там поехал, насмотрелся, и вот берет что-то делает. Как вот, сразу говорите, потом? нет, вам можно записать. То есть я вам просто озвучила, да. Так, второй вопрос. Литературный персонаж. То есть я уже да, вспоминаем школьную программу, самый яркий. Просто самый яркий для нас. Нет, самый яркий, когда вот в теме профориентации, да, то есть вот что-то он там делал, кого-то чему-то учил, наставлял. Литературный персонаж. Древней истории. Если я не помню, Ну, вот давайте подумаем, да. 2 минуты, мы можем подумать. Смотрите, здесь важно немножко отойти от стереотипа, что профориентация — это вот привычный тест и привычное, как бы вот, что-то как бы привыкли видеть, да. Знаю уже. Отходите от привычного. если в литературе не было никакого. Опиши его. Опиши его вслух. Да. Ну, или хотя бы около примерно около. И сказочный. Да. Можно искать. Можно искать? Нет, Третий. Это будет третий, да. И третий — это персонаж. Литературный может быть из какой-то современной литературы, не обязательно художественная литература прошлого времени. Персонаж из Оливье. Слово было. Самый эффективный или интересный. Да. Да, у них придем, да? Да. Персонаж Евгений Фрайбер. Все тоже не будет. Нет. 2 минуты. Да, давайте 2 минуты засечем. Самое сложное. Так. Надо было книжку читать, да? Обратите внимание, что литературный персонаж может быть, ну, вот из современной литературы, то есть не вспоминайте школьную программу. Я ничего не сказала, раньше. Или будет кто-то из вспомнить, да. Можно несколько. По каждому пункту. Вот это не вспомнили. Далее мы с вами поделимся в группы, но группы, наверное, будут по 2 человека, вот как мы сидим, да, так и поделимся, что будет. Мы разделим стикеры разных цветов. Есть, да? Да, Разных цветов. Что идите ко мне, да? Еще один.
хотела с вами обсудить и, получается, зафиксировать того, что получилось. Мы на одном стихе, получается, самый древний в истории мы вот этим цветом, на этом цвете пишем, да? Мы одного можем. Вы можете двух написать, но обосновать свою позицию. То есть почему два наши? Ну, чтобы никому не было. Вы можете выбрать одного, если вы понимаете, что у вашего оппонента лучший пример, то литературного персонажа мы изобразим на... Я называю, мы изобразим зеленый. По времени весила сколько? По времени давайте 4 минуты, 3 минуты. Ну, то есть 1 история. Я поставлю. А еще же тут особенно людей, которые предлагают какие-то инновационные взгляды. Я знал, это про не то, что они ходили, что не самые, это было новую вещь. Чем я не знаю, что сказать. А потом я понял, что особого смысла нет. Если самое трудное сказать, сделать, может быть, я ушла в личку, на фильма я больше понимаю. Но я вспомнила, что я начала говориться на день, что ждала. Ну, не нашел кота, он взял и да, просто хорошее решение. Какой свой инструмент? Это свет, я уже увидела, будущее, которое начнется, да, и дальше. Как он называется? Я бы вспомнила. Да, я очень увидела. О, будущее, это запускали, да, будущее. Значит, что никогда было.
Время. У нас остается персонаж и мне видится... Вы уже все, да? Ну, конечно. Мы почти. А вы что-то говорите, не можете? Нет, мы хотим что-то другое вспомнить. Ну, может, современную сказку. У нас ограничение по времени, то есть как жизнь есть, да. Приходится что-то выбирать. Сказка. Все? И Google помощи нет. Давайте я не хочу обобщать слово модератора. Я буду проверять бумажки и обобщать тот опыт, который вы... Давайте я начну с нас, наверное, да? Или каждая команда сама. Давайте я буду клеить, а вы будете говорить. Пожалуйста. Так, я потому что... Так, короче, у нас, кажется, какие-то антипримеры. Короче, с самого древнего мне почему-то в голову пришло Моисей. Я не знаю, насколько это положительный пример или как, но мне вообще напоминает песню «Современная», да, конфронтация, когда мы включаем свою жизнь к какому-то человеку, и он нас начинает вот так вот водить по пустыне, это может быть 40 лет, потому что он сам, может быть, не знает конечной цели. Да? И вот такое ощущение, что сейчас конфронтация, мы же тоже не знаем, куда идти. Но при этом мы такие, типа, в экспертную позицию встаем, да, и идем, что ли, да. Вот, поэтому, ну, может быть, что-то такое. Хотя, может, у него какой-то замысел, я не знаю, в процессе преображения, там, что-то внутри происходило. Мы люди шли за ним. Пишут, что вы, вот арабское уже не дошло до новой земли, что вы стерегли уже. Молодежь пришла свободная, которая родилась в пустыне на свободе. Так вот оно, как... Ну, это как версия. Вот. В общем, у нас Моисей. Второе, это вот, не знаю, ребята запомнили, говорят про него, да? Подиздайка тоже вроде как не знаю, но с другой стороны, ну, мне, например, вообще персонаж нравится, потому что он задает очень простые, казалось бы, вопросы, но они, вот, наверное, возвращают человека к себе, что ничего, да? И такой любопытство. И третий у нас сказочный Колобок, да, который катится по дорожке, катится и встречает на своем пути разных личностей, которые пытаются его заинтересовать, остановить, там, остановись ко мне, там, да. Но его внимание не останавливается, или катится далее, и только в конце листа только смогла ему чем-то там его совалить, или там что сыграть, и его заинтересовало. Ну, в общем, у нас вот так. Все, спасибо. Мы приглашаем в группу. Она просто слушает, походу. Короче, первый у нас Леонардо да Винчи, человек, который достиг успеха во многих вещах.
10 рублей, скажите. Ну, сфера, то есть он же был не только изобретателем, он был художником, он был и философом, он был и оружейным инженером. Дофига всего у него было, поэтому... Я читала однажды его произведение Джона Скиста «Гулливер», и у него очень интересная история о том, что он приехал в страну, где людей лепили под заказ. И там лепили плотников, лепили учителей, и у них рождались печати на лбу, кто они есть. Ох, я запомнила эту историю. Вот тут у нас есть яблочко вылечку, гадание, да, на будущего, да. И я вспомнила про кота в сапогах, который прокачал сына Мельника до маркиза де Карабаса. И это сейчас очень современный подход к корпорации, продюсерство, это вот наставничество, вот он его прокачал, он его переодел, там, загнал условия, похвалил его. Маркиз де Карабас. Какие у вас крутые примеры. Теперь наша очередь. Мы решили не ограничиваться одним персонажем, а выкупили вам целый спичек. Чуть не вы же сами сказали, Да, мы решили. Потому что они знали ответы на вопросы, готовились заранее. Вот. Мой ответ вы уже слышали про Петра. на мой самом взяли, потому что вопрос, насколько он там из заявления шоу легенда все-таки, да, вдохновляет и то, что и по математике, да, и по языку, по физике, химии, очень много разных наук. Как, скажите, да, как кто-то поменял эпоху мышления, да? Да, он такой реформатор. Да, тот, кто ломал стереотип, заставлял видеть новые направления. Галилей тот, кто сказал, все-таки она вертится, которая развилась. То, что он заявил, что Земля круглая. Ну, почему мы пришли к такому мнению? Да, если мы говорим о том, что мы ответственно заявляем о том, что профориентация это не тест, да, то, возможно, мы с вами подвергнемся критике, да, и это нормально. И, возможно, нас захотят сжечь, да, но это не точно. Но мы должны понимать, что каждый раз, когда мы предлагаем что-то новое, мы всегда встретимся с третьей системой. Вот, ну, благо, мы не во времена Галилея живем, то есть все хорошо. Вот. Ну, литературный персонаж Гарри Поттер меня, честно говоря, бесит, потому что он типичный представитель подростка, который всех бесит. Он Он такой классный, он, в принципе, понимает, что он к чему-то идет, что-то делает, он лидер мнений, он имеет такую хорошую, классную историю, да. Но внутри себя он какой-то совсем не терапированный, да. То есть он, в принципе, что-то делает, и такой, правильно ли я сделал, куда ли мы идем, что нам надо, и вот как-то все время. И потом в конце он просто понял, оказывается, я должен быть тем, кто я есть, классный, крутой волшебник. Он принял, возможно, как-то это, победил зло, и в конце он какой-то такой уже спокойный, взвешенный. То есть, в принципе, вот, возможно, когда человек понимает, что профориентация это не то, что вот, да, там, ты работу классно держишь, деньги у тебя будет много, и все, у тебя в жизни будет хорошо, а когда разделяет эти разные зоны и разносит их по ответственностям каких-то различных, да, может быть, он вот спокойствие. Инструменты еще по ориентационному там шляпа разделяла там Слизерин или да, и получается классно, тебе сказали, кто ты, ну такой инструмент, да? Ты как ты шляпа говоришь. И камень, вот, ну, все же ждут на самом деле, что кто-то, например, там, кто-то знает, там, сейчас, правда, знает, ну, действительно, вот, прям, тебя хорошо изучит и скажет, что ты Слизерин, да, это спокойно чувствовать, ничего, все же, и вот камень у дороги, налево пойдешь, теряешь, направо пойдешь, получишь, ну, тоже
вот молодая гвардия. Кстати, не читала «Молодую гвардию»? Да. Я ее на первом курсе прочитала, в школе очень интересно было, а там, ну, мы же помним, да, что они без взрослых в основном ездили, сами, и там были старшие, Олег Кашевой, и они, почему они так долго продержались, их очень долго не могли взять, и своих же сдали, потому что они очень хорошо понимали, кто чем занимается, кто в чем хорош, кто в лесу хорош, кто хорош, кому кондоры вот эти фашистские, кому высокие лежит, кто быстрый, кто тяжелый, вот они очень хорошо потенциал выделили, и они поэтому, кто там ставили Итальянская, и еще было шикарно, да? Это была «Молодая гвардия», да? И что, сказочный, да? «Три богатыря» мне, знаете, нравится. Три года. Вот да, я хотела написать, что три бога. Короче, у них был общий взрослый, то есть у них было вот как типичная, да, семейная ситуация. Есть старший ребенок, который, ну, все равно чем будет заниматься, будет всех наставлять, он какой-то такой, да. И есть бедный третенький, младший, который там 30 лет, он не знает, что делать. И если вы посмотрите на текущую ситуацию, то, в принципе, почему-то это, к сожалению, тенденция сохраняется. Старший ребенок там жестко крутой такой, есть, типа, я крутой. Средний такой, ну, типа, я вроде не крутой такой, и не аутсайдер, типа, между ними. А младшенькие, они становятся заложниками чего-то, и такие вот, типа, они не знают, чего я хочу, я так не хочу, так не хочу. И вот «Три богатыря» — это явно для меня пример, как, ну, еще же старший, он всегда знал, чем он занимается. Он знал, что там, его дело — это защищать Рустам, да. А если мы вспомним, ну, вот, Илью, да, он же все время там, что-то у него вызывало сомнения и так далее. Вот. И слишком много, даже уже 30 лет. Да, даже Там тоже читаю. А понимаете, старший же у него не было вот это, типа, там, я буду сидеть до 30 лет, он старший, он обязан все. Если не ты, то никто. Они еще между собой дружили? Нет, нет, они не равны, но как бы это такая очень интересная. Почему-то их сплотили вот эти три типа вещей. Алеша Пакулишев там самый лучший. Да, Алеша. Поэтому говорят, если что-то, ты как Алеша. Ужасно, я не вижу. Почему? Ну, в смысле, ужасно вернуть на имя, что ты как Алеша. Сказка «Крылатый мохнатый да масляный», знаете, да, сказку? Да. Крылатый воробей, мохнатый мышка, масляный блин, ну так, трое живут в избушке. И вот, значит, один, значит, крылатый воробей таскает зернышки в одну добычу, да? Мохнатый, он, мышонок, получается, щепки зубами и печь выплатит, а масляный, он все это варит, борщ варит, и чтобы вкусно масло было, ныряет туда, выныривает и щи, вот, да? А потом воробей пришел и сказал: все, как я устал, давайте вместе поменяемся, тут не буду делать, я не хочу. И вот, значит, воробей, получается, остался колоть эти дрова, мышонок стал на кущей, а блин пошел в лес. Они поменялись профессиями, и в итоге это, значит, блин бежит по лесу, а там лиса. Она его, конечно, не просит отпустить, она его цапает, как вырвался. Прибежал домой и видит, что там воробей колол эти дрова и нос свернулся, он плачет. А мышонок думал, как же еще вкусно делать, надо как блин нырнул и отдалился, и все сидят плачут. Там всем плохо, один ну вам на бок, один там ошпаренный, и решили, что не надо это делать, надо свою профессию. Что лучше ты умеешь делать? Короче говоря, это у нас такой вот этап, когда мы немножко погрузились в какие-то творческие, да, игры. Вот, теперь давайте мы перейдем к следующему этапу, а это источник. Сейчас мы вот предлагаем перейти, да? Вопрос очень простой. Что такое профориентация? Ну, вот из этого, наверное, можно что-то там вербализовать. 5 минут, ну, 70. А может, никто не обсудит, а я буду записывать, да? Сразу? Да. Ну, давайте. Нет, мне кажется, мы уже Да, у тебя да, давайте, как
Пара, да? Высоко двигаться, устраивать траекторию развития. Давайте 3 минуты. 3. Это финиш, да, исходя из что такое в конце. Но сначала мы все другое делаем. Мне кажется, это человек, который понимает, что мы будем все. Может оно не в том, что не могут Потому что возможности может быть он какой-то аналитик, типа он понимает, что происходит здесь, здоровье, нет, он что не должен быть надо если жить хорошо, любой вещь, это Ну, что-то попробовать сам, такой многофункциональный, неожиданно функциональный. Что нравится быть какой-то, какие тенденции наиболее эффективны, но он еще должен мыслить системно. Знаешь, просто понимаешь, что это реально, а сейчас может быть. Но через 10 лет оно станет просто частью нашей жизни, уже подросли. Это как раньше, типа, все же. 10 лет прошло, и человек уже знает, там люди работают куда-то, они там куда-то профессия шла. Там было столько, что можно разложить профессию, то есть сейчас мы это такому психологу, тоже. А вот если пошло, если эти параллели 10% общения не выделили, Ну, типа, все равно, кто может заниматься, кто просто нравится. Они нужны, но из-за этого, если даже железный тоже там молодец, он много хорошо работал, в принципе, не всегда остальные еще для себя дальше рассказывают, что собираешь опыт, если даже говорю, что многие анализируют, потому что, возможно, он как-то человек, который еще исследован, где есть опыт, который передать таким взглядом, увидеть себя, который что как раз как-то устранить такое мышление, хотя бы еще во что-то. Теперь да, вообще типа, много каждый ребенок взгляд, слушает друзей, людей, вот опять человек, ну, немножко должен быть успешен сам. Мы уже отходим конкретно от позиции по языком, чтобы научиться. Доверие повышается, если человек сам ну, мы понимаем, что он понимает, что он делает.
немножко такой какой-то сам очень спокойный, понимаешь, что он делает, почему он это делает. Мы все говорим, Тоже лучше счета мы можем еще деньги. Все были вообще. Значит, Еще есть один блок. Сейчас это написали, да, и буквально 2 минуты для того, чтобы ответить на 2 простых вопроса. Что вам помогало составлять общий список, да? А где вы не сошлись, может быть? вот этот список, Да. что нам помогало? Да. В чем мы не сошлись? А если нет, в чем мы не сошлись? Нет такого? Мы выписали все, что... Знаем. Или, может быть, с чем вы, например, там, что вызывает вопрос? Кто-то предложил, а у вас вопрос вызывает вопрос. Время он уже вышел, ничего, да, дальше. У нас имеется в виду вообще, например, нет. Да, здесь без проблем, да? Да, с чем вы вызываете? Если что-то с чем Я бы у меня есть вопрос к системе счетов, потому что с одной стороны, если моя работа, можно, например, какой-то момент сказать, система счетов, что конечно помогает сценарий. Я считаю, что это то есть мы сделали свою, знание. Хотя, нет, я сам себе говорю, что я для человека тоже например, советую людям не просто когда лучше и на когда просто в школе не говоришь, в школе должны, я просто часто насколько я видела, может помочь. Например, я могу попробовать. Это тоже, наверное, потому что Я считаю, что занятие это удается и соответствие между тем, просто я была и как к этому относиться. один кружок, То есть учителя говорят, ты не сможешь стать, не сдавая ему в нас, а когда у нас учебы массово и учат, он знаний, а учителя более компетентны, потому что если сложно нашу машину, знание, какие нужна для учебы, нормально. Мы нас учили технологии. Какие там есть? ну чтите. Да, У нас уже время заканчивается. я прошу прощения, что это вынуждена причинить. А вы, пожалуйста, оставьте ваш телефон, мы... Я думала, что 12 рассказывали. Международную конечно, работать в мире. Дети говорят, которые мечтают. Я не говорю, что важно, что Ничего, время закончилось. Как у вас?
Так, пишем, что попробуем. Ну, вот это начало, да. Короче говоря, мы так подумали и решили, что это человек, который помогает определиться, вернее, помогает найти человека. Помогает найти человека, помогает понять, что интересно. Что интересно и какие сильные стороны, как сказка не получилось. Вот определиться с выбором профессии. И этот человек, вот, как Леонардо да Винчи, да? То есть мы же все потенциально обладаем разными способностями, и человек, который помогает как-то все способности сплотность. Ну и сказать, что вот это какая-то точка, где я все выдаю свои потенциальные возможности. Да. И тогда мы все будем Леонардо да Винчи. Как Леонардо да Винчи. Собрать вопрос и уметь работать с будущим. Ну, в смысле, что он выводит человека вот в это будущее. А будущее это что означает? Как новые рынки или вообще будущее? Ну, то есть мы не говорим тут о новых профессиях, и мы говорим о том, что человек должен бросить свою будущее. Ну, я так предполагаю, что когда человек думает о профессии, он думает как бы из настоящей точки. Я смотрю, что сейчас происходит. А консультатор как-то должен своими там инструментами уметь человеку вывести, что вот ты из будущего посмотри на свою жизнь. То есть из будущего это не новых профессий? Это будущее? вообще, да, в целом. И давайте мы запомним, еще есть. Но мы написали, что, во-первых, у нас в чем мы сошлись и в чем мы немножко разошлись, это человек понимает психологию людей. Потому что иногда профориентолог, он как бы к нему обращаются, но проблема может лежать там в плоскости психологии, ожидания ребенка, там каких-то вот таких вещей. И он может, как бы сказать, так, товарищи, вы вот эту вот тему решаете, а потом приходите ко мне. Он такой может разграничить, да, потому что родители же всегда это какие-то ожидания, не сбывшиеся у себя, это наоборот, или там маниакальное желание, что ребенку все было хорошо. Там, Когда он, получается, понимает психологию людей, родителей, и всех, и детей тоже. То есть, в принципе, если подросток не может определиться, то мы его не учим. Мы даем ему право на подумать и на то, чтобы его мозг хотя бы сформировался вот до какого-то периода. Да? Вот. До 30. А когда вы говорите, родители думают, он будет жить до 30 со мной, что я делаю этим такого? Давайте условия его назначим, и государство, пусть живет, пока думает. Нет, тут на самом деле можно было действительно сказать, в принципе, это какие-то периоды даже наступает у человека, там, более-менее решал. И вот сказать, типа, если твой чувак не понимает, ну, подойти там, сейчас попробуй. Да, то есть когда понимаете, вполне людей с точки зрения Возрастных особенностей. Возрастных, нейробиологии, чего-то такого. Ну, опять-таки, проанализировав родителей ребенка, может быть, проблема у родителей. Да, уже ребенок сказал, что я хочу быть юристом, а родители говорят, нет, ты будешь геологом. Я что там так сказать. Но мы сказали, что он должен быть аналитиком, но это вот с вашим тоже совпадает, да? Аналитиком, ну, прогнозист это умеет работать в будущем в целом, чтобы вот у самого было понимание, вот, ну, как бы не вот так, а вот так.
Знаете, как так, ну, Сторонний да, человек То получается. есть он такой, и Развивать все способности. да, он понимает, что человек как бы наращивает для себя, а вот не то, что вот все айтишники, мы бежим в светлое будущее там IT. Нет, мы как бы учим чему-то такому. Ну, конечно же, он должен быть все равно многофункциональным специалистом, то есть хотя бы попробовать поработать в нескольких сферах, на нескольких позициях, для того, чтобы, ну, вот я говорю всегда, да, поработайте в бюджете, поработайте в бизнесе, сразу счету друзья. Это вот абсолютно вообще что-то, что с чем-то. Вот, но обязательно системность, то есть человек должен понимать, что он создает систему и ее как-то вот тиражирует. Потому что все-таки мы любим увлекаться, открывать что-то новое, прям смотрите, невероятное, да? Но в итоге выживает система. Ну, простая, понятная система для всех. Вот. Ну, мы поспорили, конечно же, насколько должен быть успешен в себе, типа я, вот видите, я крутой. Это в смысле, то профилитолог должен сам быть на своем месте, типа, видите, я крутой. Человек бренд. Ну, хотя бы если не на крузаке, то не на Жигули, хотя бы типа такого. Например, успешность имеется в виду внешний атрибут. Да, внешний атрибут успешности. Самому профилитологу. Да. Почему бы нет? Ну, хотя бы он, да, он выглядит как человек, который, в принципе, вот от него веет каким-то спокойствием. Он понимает, что он делает, в принципе, даже если он нифига не айтишник, нифига не богатый, да, хотя бы, да. Он должен излучать уверенность. Ну, вот какую-то, да, прям, хочется к нему придумать, прям. Счастливый человек, да, который понимает, что такое счастье вообще, к чему идти вообще, да? Но одновременно он немножко такой простой, то есть все равно нам хочется, мы доверяем чему-то, Располагать да, расположение, вот прям такой хороший да. Потому что все-таки, когда ты приходишь там в офис Москва-Сити, да, то, наверное, первое время ты вообще там зажатый. Все красиво, я как дурак пришел. Вот, но у нас все. И чего у нас нет, да? Мы поспорили насчет выстраивания траектории развития. Не, ну ты прочитай сначала, потому что это же второй. Ладно, хорошо. Первое, выстраивание траектории развития. Я вот в профессиях будущего прям нашла такую эту графу, выстраивание траектории развития. Все про это говорят, про то, что вот можно найти скиллы и прям вот ку-ку-ку, Майя предложила, может посоветовать в определении карьеры, профессии, именно вот как карьерные специалисты, есть обучение, есть такие карьерные консультанты. Вот. Очень важно. Ну, чтобы он мог, например, рассказать не только про то, что выбрать профессию, да, а именно какие-то... Стать руководителем, например, да? Ну, не как стать руководителем, а как добиться там, не знаю, гармонии профессии. Ну, что? Именно посоветовать из опыта. Из моих знаний, что я училась, нас учили, что нужно изучать футурологию, что будет в будущем, что вообще происходит в мире. Потому что наши дети, которые сейчас учатся здесь и хотят быть здесь, они хотят некоторые уехать за рубеж. И они сразу через 5 часов окажутся в Сингапуре или в Японии. И опа, совсем другие профессии и вообще другой мир. А разница в 5-часовом полете. Ну как надо знать, что там вообще происходит в других мирах? Хотя бы даже не в будущем, а вот здесь. Ну вот здесь сейчас, да, 5 часов полета, и ты уже в Сингапуре. Другие Потому скорости что- совсем. То, что в Сингапуре для нас в какой-то мере будущее, да, ну, в принципе. Ну, мы к этому типа идем. Не знаю. И я вот думаю, что он должен разбираться, как, ну, разбирать профессию, например. Например, он должен сказать, что если ты хочешь стать айтишником, то ты должен как минимум разбираться в профессии. А еще IT — это такие предметы. Если ты не знаешь, может быть. Или, например, объяснить, зачем ученику, который хочет быть психологом, знать русский язык на 5.
Вот я вот недавно столкнулась с такой девочкой, которая очень психологом, но у нее не знаю, какие мысли рынок, что поступили, Нет, я не про то, что именно ЕГЭ, да, а именно предметы, которые помогут тебе стать успешным в твоем выборе. То есть это такой самый интерес к ним должен быть у тебя. Да, ну то есть, Сам ты должен этим интересоваться и ну, понимаешь. в части того, что когда вот, ну, ребенок, например, хочет, я хочу быть юристом. Ну, хорошо, а ты знаешь, что ты должен знать? Как минимум, обществознание этот ЕГЭ, как максимум, вот эту историю, да, ну, какие-то вещи, в части того, что и интересоваться кем-то, ну, и в части того, как вот, не просто вот, вообще что да, а именно, ну, как, Скажи, области знаний. какие-то области знания. Расскажите свой взгляд про молочника. Это очень какого молочника? Помните, вы говорили, что есть мужчины, которые возят молоко? Да, мне рассказывают. Короче, мы в Москве, когда учились в центре персонала, там был вообще такой пример, я была под впечатлением очень большим. Пришел на учебную оценку мужчина, он работает в небольшой компании, которая работает, нет, в компании есть маленький отдел, он работает в этом отделе, там 1,5 человека, они развозят молочку в Москве, по магазину. Вот, и казалось бы, это такой простой человек, который просто утром доставляет кефир, там, не знаю, в магазин. И на досуге, не то что на досуге, его рабочий день включает, он говорит, я прихожу и анализирую мировые тренды как-то в молочном производстве. Короче, он смотрит, что вообще в мире, он говорит, я знаю, что там производство молока падает, а производство того-то растет. Я уже прогнозирую, как это у нас. Я такая, ничего себе, Это просто специалист в отделе. А у наших специалисты как относятся? Типа, вот рабочее время там кончилось, или там типа, или разделяют, есть работа, у тебя есть жизнь. Вот я туда еще добавлю, да, тут про области знаний и плюс профессиональный собственный. Потому что они у всех, мне кажется, разные должны быть. Если все-таки ты юрист, ты должен быть, ну, кем-то, да, там, ну, какие собственные. В смысле, он должен помочь определиться с этим. Ну, например, если ты хочешь стать юристом, тебе придется много читать. Ты готов на это? Много читать, Нет, да, я лучше Говорить документами, какой-то порядок, какая-то статья закона, какое-то правило. И нужно знать прям вот до косточки юриста. Еще есть? Еще у меня есть одна такая мысль, которую я хочу довести. Сейчас многие говорят о том, что вот найди свое хобби и будь в нем счастлив. Я недавно читала очень интересную книгу, называется «Счастье» Грета Рубин, и она говорит о том, что нельзя разделять счастье и работу. Надо это разделять. Если ты реально хочешь быть счастлив в своем хобби, оставь его как хобби. Радуйся ему и найди должность зарабатывать. Не обязательно это должно быть вот. Это вот наш стереотип. Надо понимать психологию человека и подсказать ему либо вот уже впрись в это хобби и быть в нем, развивать его, или уже оставь его как хобби и радуйся, насколько оно для тебя ценно. Вот эта психология, вот то, что это именно на уровне психологии у человека разделение либо хобби, это я рассказала, либо хобби это хобби и профессия, да? Да, это очень важно. Хобби и профессия. Но еще он должен быть такой стратег, вот все-таки менеджер, да, аналитик, стратег, все Ну, стратегия, да. стратег однозначно, то есть он такой миссионер, то есть он понимает, он смотрит на человека и там, ну, когда он может его И вот, и у нас вот есть последнее, да, есть опыт статистики, да, в части выбора профессии, за то, что у него было много обращений. Нет, опыт перебора этих людей, то есть опыт обращения людей. И он может, например, сказать, ну, ко мне типа, приходили такие же, говорили так же, вот, ну, особенно родители. Потом они стали тем же. Вот это особенно круто, когда ты видишь, да, когда людей. Да? Почему вообще они пришли из того, что они не могли выбрать, и к чему они пришли из того, что они это его сразу выбрали. Тогда в чем есть или где были, ну, там, согласия, вопросы?
Ну, вот мы не сошлись по траектории развития. И вот Майя сказала, что она обоснует, и я очень мне так интересно. Я очень люблю. Майя, в смысле, ты аргумент твой, да. Ну, выстраивание траектории развития. В части выстраивания как-то очень для меня это. Тут опять-таки нужно пояснить сейчас, я слушала, выстраивание траектории именно в чем тут заключается. Ты просто сказал, я хочу там зарабатывать столько-то, жить столько-то. Значит, в части того, то, что это было. Да. Ну, как дорожная карта. Если тебе учиться нужно вот это, если учиться вот это, тогда ты будешь таким человеком. В чем ты согласна? Ну, то, что этого мало, в части, ну, может быть, если там было бы больше, потому что все-таки, когда мы говорим о выстраивании траектории развития, это, ну, это один путь, это маршрут, можно так сказать, да? Но, тем не менее, это, ну, каждый раз, идя по этому маршруту, можно, во-первых, свернуть куда-то, во-вторых, там не получить этот опыт, который ты не получил, как бы, где-то ты получить опыт преждевременно, как бы, да, потому что там, посмотрел фильм, фига, раз, так. Потом оказалось так, что, опять-таки, эта траектория развития, может быть, она не идет тебе не туда. То есть ты говоришь, что ее сложно спрогнозировать. Выстраивать траекторию развития, это выстраивание, там, как выстраивание, может быть, какое-то другое слово подобрать, ну, возможно, да. Потому что я говорю, я биолог, экономист, сколько-то раз, моя часть области. Ну вот выстраивать, да. Может быть, не выстраивать, а я тебе даю карту, ты по ней хочешь иди, не хочешь не иди. С одной стороны, смотрите, да, это тоже полезно, да, потому что когда ты, ну вот, если, например, мы спросим у ребенка 6 лет, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, он, наверное, скажет, будет целыми днями смотреть мультики и кушать мороженое. Но мы понимаем, что так все. И когда 15 лет мы говорим, я всю жизнь буду работать там, вот такой-то передовой, мы тоже понимаем, что это какая-то юношеская максимализм, да. И когда наша жизнь меняется, там у нас же все равно появляются дети, кто рождается, кто умирает. У нас есть план, но он постоянно претерпевает изменения. Вот давайте проведем какой-то интересный эксперимент. Если бы 5 лет назад вы типа планировали бы свое будущее, вот что из того, что сейчас есть, вы запланировали? Вот у меня вообще не есть. Ой, как хотела. Ничего не то. Нет, Вообще вообще не И на машине езжу, и я щелкаю, и так живу лет 10 уже. Вот совпало? У кого совпало? У меня совпало. Полностью, вообще ничего не совпало. Вот, примерно так. Вот эти точки, которые я себе заложила, я так не иду. Вот, Но я вот выстроила определенный, как бы, может быть, уровень, как бы, да, но в части того, что как это сбросить, да. Вот вы говорите об одном, потому что точки нужны, потому что, в принципе, мы к чему-то движемся. точки нужны. Но то, какие они будут потом, а может быть, они вообще будут другими. Поэтому требовать... Да, я тебе рассказывала, да, как я один раз рисовала свою школу. Будем задерживать наши. Хорошо. Еще что-то или вот именно на этом вопросе вы... У нас еще системщик, насколько все-таки профориентолог должен быть психологом. Либо мы не будем ограничивать и вот и будем разделять, то есть пришли к профориентологу, а он говорит, товарищи, я не психолог, а психолог. Или он такой, вы знаете, я психолог-профориентолог, он сначала как психолог, а потом профориентолог. То есть насколько это вообще вот нужный компонент, потому что действительно, ну вот, не хочет человек, как у нас психолог, но он там хороший другой специалист. А я вот недавно прочитала одну статью, и она у меня в голове висит все время здесь. Там, ну, конечно, пост, да, в интернете, но однажды там к человеку пришел мама с сыном, который хотел выбрать профессию, и он настолько был зажат этой мамой, что дело закончилось там в больнице, да. Но психолог разгадал, он видел, он в каком-то тестировании увидел, что у человека этот зажим, да, психологически мощный. И он матери говорил, что это приведет к проблеме, большой проблеме, но мать его не услышала, да. И мне даже страшно стало, я с таким не работать. Да, ага, хорошо. То есть это вот тоже насколько психологически компетентность
Да. Насколько вот эта вот страшная ситуация, которую можно было бы увидеть. Что? Еще раз объясните. Вот. А мы как родители выступаем, да, то есть вот с точки зрения родителя, ну это, в принципе, да, такое есть. Родитель хочет что? Родитель хочет конкретный ответ, выбор профессии, да, то есть остальное там. Что будет, то будет. Да. Моя. Вот. А здесь, с точки зрения, допустим, как мой метод работы, я начинаю там говорить про какие-то там про будущее и так далее, да, и родитель не всегда понимает, зачем это. Ну и сам подросток тоже. Хотя потом мы через это можем прийти к какому-то решению настоящему. Вот, поэтому здесь над этим надо работать. Вот. Хорошо. Классно. Тогда у нас получается, что мы сегодня... Это еще что-то можно добавить? Тут очень много всего, да, по сути, в одном человеке это сочетаться не может. Я думаю, что хорошо, когда ребенок проходит несколько подполитологов разного вида. Да, он больше понимает. С одной стороны, он говорит с психологом, разобраться в своих первопричинах, да, вот это состояние своих проблем. А с другой стороны, он там, говорил, например, с менеджером, с практиком, да, и нашел какое-то менеджерское решение, да, вот именно научиться тому-то, сделать вот это и так далее. Все такое с разного вида маркетолога. То есть получается, что, допустим, у нас есть человек, который пытается как-то разобраться, неважно, подросток, здесь просто есть разные люди, да? Да, С разным бэкграундом, знанием своим. это прям идеальная ситуация, да. С другой стороны, он говорит с таким увлеченным, да, хобби-мастер, да, и тоже рассказал себя. Что? Так, тогда давайте мы завершать, наверное, завершению. Обратную связь, что у вас осталось, что сделано, над чем можно подумать. Я предлагаю заняться телефонами и создать группу в Telegram для того, чтобы сделать наши встречи какими-то, ну, еще более интересными, продуктивными, чтобы это явно система, чтобы это приобрело какой-то, возможно, продукт или что-то еще. Потому что у всех крутых специалистов у них есть поддерживающее сообщество, так или иначе. То есть вот один вам будет сложно. Давайте запоминаем одну обратную связь. Запишите, может, телефоны, я готова создам группу. Но мне на самом деле как бы было полезно часть игры, чтобы себя понять, что такое все-таки профориентатор. Для меня это не ориентатор на профессию, как я много раз говорила. И сейчас я вот вычислила для себя часть того, что именно чем, ну, как бы можно было бы дополнить как профориентатор, плюс какие-то вещи, части выстраивания карьеры, выстраивания таких вещей, да. Мне появились идеи, ну, в принципе, обсуждали части аналитики данных, да, уже какие-то точные, уже определенные гипотезы как бы немножко складываются, да, и будет интересно. И самое главное, знаете, еще вот интересно, да, вот я бы сейчас уже начала бы со своими друзьями, которые тоже являются руководителями и так далее, да, уже поговорить насчет опыта, именно со стороны точки того, что с ними появился интерес поговорить с ними. Было ли у них профориентация, насколько она была успешная, и насколько, да, тоже Это было как кейс. да, как кейсы, именно вот как раз-таки в части как раз от самых ярких людей, сейчас уже Антон, по-моему,
Майя, а можно вот из этих, какое задание? Какое задание было более продуктивным? Вообще из всех этих. У нас, в принципе, было всего 3 там визитка, потом мы на стикер про героев писали и вот это. Ну, я думаю, все было как бы, да, в части того, что мы все-таки, во-первых, кстати, не хватало знакомства, то есть кто и кем является, да, то есть, хотя, в принципе, нас мало, по пути примерно поняли, да, и мне, наоборот, как бы, второй этап, как бы, дал немножко, не просто говорить о профориентации, да, а уже как-то, более широко. Спасибо. Вот связка именно то, что второго и третьего задания, и первого. Третий этап мне очень нравится. Профессия профориентолога, я только как родитель знакома, да, что профориентирует опыт. И сейчас я уже глубоко посмотрела, да, что это такое, чем занимается профориентолог, да, какие цели он устраивает, как он работает. Я могу сказать, что вообще большое спасибо, да, и что вы пришли, и очень хорошо, что вы разные, да, с точки зрения родителей, и вот как с другой позиции, да. Вот эта вот вещь такая финальная, мне очень понравилась, потому что здесь очень много интересных вещей, на что можно обратить внимание, подумать, пересмотреть. Вот. И мне понравились вот эти вот наши метафоры с героями. Там очень много таких вот вещей, которых, наверное, еще надо придумывать, пересматривать. Я вообще большой сказочник, и у меня огромное количество литературных знаний, прям класс. Спасибо школе. Ну, я такая. И было приятно в это окунуться, поговорить об этом. Мне нравится метафоры. С точки зрения того, какой голос, для меня вот это все-таки вот как будто ты директор большого предприятия, и у тебя внутри есть 5 специалистов. У каждого внутри есть 5-6 специалистов. Тебе нужно решить задачу. Ты из себя самого вытаскиваешь своего розу менеджера, или розу психолога, или розу маркетолога, иначе говоришь, давай. Ну, так, у взрослого человека так, а у ребенка нет. У него еще нет этих 5-6 ипостасей. У него есть 2 там слабенькие стороны, которые он развивает, а 3 он вообще не воспринимает как данность. Потому что Спасибо, Света. Я вот хочу создать группу WhatsApp, я собрала поэтому мы обязательно встретимся, приходите к нам еще, где мы более... Я буду думать стратегию. У нас, кстати, есть Инстаграм, на который вы можете подписаться. Так, вот так вот, да, лайк. У нас есть 2 Инстаграма. Вот так, да? Софья и лайк. Жизнь и работа. Мария, к сожалению, откуда ты?